можем официально объявить о том, что все избирательные участки на территории Удмуртской Республики были открыты и приступили к работе. Всего 1205 избирательных участков, из них 1183 постоянные и что у нас получается? 22 избирательных участков временных, которые были образованы в местах временного пребывания граждан. Будем надеяться, что сегодняшний день пройдет в спокойной рабочей обстановке, и мы сможем объявить предварительные итоги, наверное, утром 11 числа, но окончательные итоги уже будут подведены после того, как все протоколы будут доставлены в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики. Известен процент досрочного голосования? Нет, ну, во-первых, мы должны понимать, что досрочного голосования нет, как и отмененные заявления, открепительные удостоверения. 1% граждан воспользовались своим правом, написали заявление о голосовании по месту нахождения. Сколько наблюдателей работает, и не только из Удмуртии, из России, международные наблюдатели? У нас в качестве наблюдателей только наблюдатели местные. Цифру можно взять, она у нас есть, но я с собой не захватил. В разрезе каждой территориальной комиссии партии и кандидаты за 3 дня до дня голосования уведомили территориальной избирательной комиссии о том, что они направят своих наблюдателей. У нас в республике присутствует 2 международных эксперта, которые, хотя и не имеют статуса международных наблюдателей, но приехали ознакомиться за ходом голосования на территории Удмуртской Республики. Такой вопрос по поводу Курбана. Сняли ли его? Заявление от него поступило 9 числа о том, что он дальше не желает участвовать в выборах, но в этом заявлении не было указано никакой уважительной причины, на основании чего мы должны были его по нему отменить регистрацию. В соответствии с законом человек может снять свою кандидатуру и отказаться от дальнейшей борьбы за 15 дней до единого дня голосования. То есть он будет присутствовать в бюллетене. Ну, видеонаблюдение в этих компаниях у нас не предусмотрено. Оно у нас будет на президентской кампании, которая пройдет 18 марта 2018 года. А сейчас участки работают в обычном режиме, как и проходили все наши избирательные кампании республиканского и муниципального уровня. У нас также не применяются КАИБы, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Я уже говорил в своих интервью, что те КАИБы, которые у нас были и применялись в городе Ижевске, 59 КАИБов, были по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации направлены в Московский регион перед кампанией в Государственную Думу
в Государственную Думу Российской Федерации. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Праздником, уважаемые коллеги. Да. Жалобы. Вы поступали ли жалобы вчера, может быть? Мы рассмотрели последние жалобы действительно вчера на заседании Центральной избирательной комиссии, в том числе одно уведомление о распространении в сети интернет материалов, которые противоречат избирательному законодательству. Я сейчас попрошу, чтобы вам подняли постановление, которое мы рассмотрели вчера. А всего в целом сколько поступило? Всего 80 жалоб поступило в избирательные комиссии всех уровней, имеется в виду территориальная избирательная комиссия и Центральную избирательную комиссию. Ряд жалоб поступало после того, как заявители были, может, в каких-то случаях не согласны с решением территориальных комиссий. Но все они носили в основном характер о том, что кандидаты жаловались друг на друга о тех агитационных материалах, которые выпускают, скажем так, соперники. Часть из них подтверждалась, из более 21 заявления, которое было рассмотрено, оно нашло подтверждение. В соответствии с решением территориальных избирательных комиссий были направлены обращения в МВД о пресечении распространения агитационных материалов. Ну и, уважаемые коллеги, с вашего позволения, у нас сейчас с Вениамином Васильевичем запланирован объезд ряда избирательных участков с уполномоченным по правам человека, для того, чтобы еще своими глазами удостовериться о том, что, во-первых, избирательный процесс начался и проходит в рамках действующего законодательства, и цель объезда прежде всего ознакомиться с теми участками, где голосуют граждане, в частности, компактно проживающие инвалиды по зрению и, как он называется, центр социальный, дом ветеранов. По-моему, дом ветеранов. В Ленинском районе, да. Первые результаты явки когда мы узнаем? Первые результаты мы узнаем ближе к 11 часам. Ну, имеется в виду, у нас ведь определенные отрезки временные есть, соответственно. А вам график не предоставили? Там должны были предоставить. Если нужно, поднимут. Спасибо.